уважаемые учащиеся школ Хунзарского района, уважаемые педагоги, хочу сообщить вам следующее, что сегодня в наш родной район, Хунзарский район, приехала группа преподавателей Дагестанского государственного университета. Основная цель нашей встречи является профориентационная работа с выпускниками и старшеклассниками нашего района, чтобы в последующем, после завершения учебы в школах нашего района, чтобы дальше они связывали свои узы с нашим доблестным государственным университетом. Сегодня к нам приехали Курбанов Мурат Абубакарович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Дагестана, начальник управления профориентации и трудоустройства ДГО. Уруджев Фарид Фахрудинович, кандидат химических наук, начальник управления интеллектуальной собственности. Саидов Магомедрасул Будаевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии и биофизики. Чапаев Набигулла Мухтарович, кандидат экономических наук, заместитель декана факультета информатики и информационных технологий. Уважаемые учащиеся нашего района, конечно, жизнь своей чередой проходит этапы, школьный этап, а после завершения школы и в результате сдачи государственных итоговых экзаменов каждый человек имеет право выбрать себе профессию по достойному и по заслуженному. А те, которые еще думают, куда поступить, какой вуз, какой факультет, какую профессию выбрать, мое такое пожелание. Сделайте выбор для того, чтобы вы были полезны не только для нашего района, для наших сел и для Республики Дагестан. Уважаемые учащиеся Хунзарского района, сейчас хочу предоставить слово Курбанову Мураду Мухтаровичу, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Дагестана. Я очень рад встрече с вами. Хочу поблагодарить руководство, администрацию Хунзарского района, начальника управления образования за организацию встречи с вами. Небольшую предысторию хочу рассказать, почему мы сегодня счастливы и рады. Если кто-то из вас помнит, не знаю, в прошлом году вы приходили к встрече, готовились или нет, но в прошлом году с большим коллективом, человек 12 нас, выехали, и по пути, когда ехали в Хунзар, это селевые потоки или был обвал, ждали где-то час с лишним, пока дорогу прочистят. Но нам сказали, что огромное количество детей вас ждут, не стали обратно возвращаться, ждали, пока уберут. Убрали, уже на подходе к подъезду, уже к Хунзаху, снег пошел. Пошел снег, машина, не получается, не поднимается наверх, перед нами даже несколько аварий. Мы думаем, не получается, ладно, вернемся. Обратно возвращаясь, все расстроенные коллеги, которые ехали, вот так готовились, не доехали мы. Я как историк, знаете, подшутил, я сказал, вы знаете, в истории столько случаев было, не только нам. Более известным легендарным личностям крепость Хунзар с первого раза не сдавался. Поэтому мы успокоили себя, что в следующий год обязательно приедем. Мы, конечно, приехали не физически покорить вас, а покорить ваши сердца, обратить ваше внимание к нашему ведущему главному вузу республики Дагестан, Дагестанскому государственному университету. Дорогие ученики и их учителя, еще раз повторюсь, от души мы рады вас видеть. И хочу до вас донести ту информацию, какую работу проделывает именно Дагестанский государственный университет. Как здесь было сказано, профориентационную работу с учениками 9, 10, 11 классы. Мы, чтобы ученики целенаправленно выбирали то направление, с которым они связывают свое будущее, ту профессию, мы проводим предметную олимпиаду по 17 предметам. То есть все предметы, которые есть, которые вы изучаете в школе, университет проводит предметную олимпиаду,
называется абитуриент ДГУ. Как здесь было сказано, все те, кто желают связать свое будущее с Дагестанским государственным университетом, при выходе вы можете взять любую книгу, брошюру, особенно те ученики и учителя, пожалуйста, если вы хотите проверить знания своих детей, возьмите вот эти брошюры «Абитуриент ДГУ», где есть здесь задания, тестовые задания, то есть участие в заочном туре нашей Олимпиады. Здесь все расписано, здесь я не буду много времени ваше задерживать. Здесь написано, как нужно принимать участие, куда направить ваши работы, можно по почте, можно, кто едет в Махачкалу, к нам привести в управление. Мы проверяем. Конечно, это понятно, что вы можете воспользоваться с помощью друзей, учителей, интернета, но это для того, чтобы, во-первых, выявить тех, кто хочет свои знания проверить. Второй тур обязательно у нас проводится в университете. В втором туре вы можете надеяться, рассчитывать только на себя, на свои знания. И те победители и призеры нашей Олимпиады при поступлении в университет по всем факультетам, по всем направлениям, которые вы сдаете, в общей сумме баллов добавляется 5 баллов. Вы знаете, с 2016 года мы проводим, мы проводим с 2014 года. С 2016 года, с 2017 году мы добавляли вот эти 5 баллов. Это давало большую возможность многим поступить в университет. Даже 1 балл во время конкурса решает, пройдет этот человек через этот конкурс или нет. Представьте, раз 1 балл решает, 5 баллов решает намного больше. Поэтому я вас всех призываю принять участие, независимо, хотите вы поступить в университет или нет. Любой вуз поступайте, идите осознанно, но прежде вы можете проверить свои знания. Нужно ли вам идти на тот факультет, в который вы собираетесь. Когда мы вот так встречаемся, мы фактически не были в Хунзарском районе, были во всех районах. Хунзарский район, в Хунзар попали со 2-го раза. И когда участников бывает, это те, у которых связи, наверное, есть в городе, приезжает, 2-3 человека бывают. Я хотел бы видеть вас всех, если это возможно, участниками нашей Олимпиады, чтобы вы проверили свои знания. И потом, уже в 2018 году, осознанно пришли и поступили на те факультеты. 17 факультетов в Дагестанском государственном университете. Но почему-то все идут на юридический и экономический факультет. Сейчас модно поступать. Поступает юридический, поступает экономический, поступает в медакадемию. Ну, с этого года медуниверситет. Медицинское образование получают. Дети, выбирайте, пожалуйста, ваше право. Если вы чувствуете, что у вас внутри есть такое признание, быть этим специалистом вы можете. Но знаете, труднее всего поступить на эти направления. Но это не самая большая проблема. Самая большая проблема потом найти работу. Поэтому нужно идти осознанно, зная, что кем вы станете после завершения, после получения той или иной профессии. Поэтому, дорогие дети, я хочу вам всем пожелать в следующем году, летом, успешной сдачи государственных экзаменов, и чтобы вы осознанно пришли и поступили на тот факультет, который вы хотите. Хочу предоставить слово Уруджеву Фариду Фахрудиновичу, кандидату химических наук, начальник управления интеллектуальной собственности. Я очень рад видеть столько заинтересованных школьников. Конечно, мы все ждем вас на всех факультетах Дагестанского государственного университета, но я, ввиду того, что являюсь сотрудником физического факультета и химического факультета, хотел бы провести вам небольшой такой экскурс, рассказать про эти 2 факультета. Химический факультет Дагестанского государственного университета является одним из старейших факультетов в вузе. История его исходит 1940 годам. В этом году, как самостоятельный факультет, химический факультет празднует свое 50-летие. Да, за годы своей деятельности химический факультет выпустил более 2000 высококвалифицированных специалистов. В Дагестане нет такого факультета, который готовит специалистов-химиков. Сейчас это центр химии, можно сказать, где собрались самые квалифицированные химики. Расскажу, как проходит обучение, в каком плане. Действует бакалавриат на химическом факультете. По специальности химия обучаются студенты 4 года.
по разным профилям. Это и аналитическая химия, и фармацевтическая, и неорганическая химия, и органическая химия. Это каждый студент выбирает на первом курсе обучаясь, выбирает то, что ему больше нравится. Также действует бакалавриат по направлению энергоресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Так как мы знаем, что Россия это нефтяная страна, это очень популярная специальность сейчас, и вы 100% можете, имея такую специальность, трудоустроиться в крупнейших нефтяных компаниях. Также действует традиционный специалитет, где студенты учатся 5 лет по фундаментальной и прикладной химии, где вы получаете специальность аналитическая химия, неорганическая химия, органическая химия, можете стать учителями в школе в том числе. Конечно, для того, чтобы поступить на эти факультеты, вы, как положено, должны сдать ЕГЭ, это химия профильная, математика и русский язык. После обучения 4 года в бакалавриате вы можете продолжить свое обучение в магистратуре, еще дополнительно 2 года и повысить свою квалификацию. Действует по аналитической, по неорганической, по физической химии в том числе. На химическом факультете также действует аспирантура для студентов, которые хотят продолжить научную деятельность свою по профилю химические, по физической химии в том числе действует. Конечно, наши студенты, они никогда не скучают на химическом факультете, не только на химическом, на всех факультетах. Они активно участвуют и в научной жизни. Я не могу сказать с 1-го курса, но со 2-го курса точно наши студенты участвуют в научной деятельности, привлекаются. Они имеют наравне с преподавателем их публикации в научных журналах. Они имеют возможность ездить на разные конференции, ездить на разные конкурсы. Университет им оплачивает и проживание, и дорогу. Они в этих конкурсах имеют возможность зарабатывать деньги. Так могу сказать, что вот сейчас проходит также конкурс «Умник», где наши студенты участвуют и очень часто выигрывают и получают 500 тысяч рублей на 2 года. Эти деньги остаются, конечно же, им на выполнение тех работ, которые они планируют. Студенческое научное общество очень активно и в общественной жизни участвует, выезжают на отдыхи. У Дагестанского государственного университета есть свои базы отдыха. Студенты могут спокойно поехать туда отдыхать. Итак, подытожив, могу сказать, что химический факультет, он практически всегда 100% трудоустраиваемость. В Дагестане, конечно, не очень хорошо с работой. В любом случае, наши студенты, они без работы не остаются, они выезжают и там, где есть большое производство, устраиваются на работу. Могу добавить еще одну вещь, что в этом году Дагестанский государственный университет в рамках федеральной целевой программы по оборонно-промышленному комплексу выиграл большой конкурс, и Дагестанский завод «Дагдизель», крупнейший оборонный завод, заключил с химическим факультетом и с физическим факультетом тоже договор о целевом обучении студентов. Обучаясь 4 года, студенты имеют возможность устроиться на этот завод. То есть этот завод принимает этих студентов на работу. В прошлом году хочу сказать, что 4 студентов химического факультета, они устроились на работу на завод «Дагдизель». Хочу предоставить слово Саидову Магомеду Расулу Будаевичу, кандидату биологических наук, доцент кафедры биохимии и биофизики ДГУ. Я очень рад присутствовать сегодня в Хунзарском районе, потому что я первый раз здесь. Очень хорошее место. Конечно же, с этого района, как мы здесь предыдущие выступающие отметили, что очень много известных людей. И я думаю, на их примерах и воспитывается наше подрастающее поколение. Ну, есть надежда, что у вас прекрасное будущее, что мы и желаем. Я сегодня буду представлять биологический факультет, один из тоже старейших, можно сказать, подразделений нашего главного вуза республики. И я остановлюсь, наверное, на тех направлениях подготовки, по каким направлениям идет на сегодняшний день на биологическом факультете подготовка, какое образование можно получить.
где можно работать. Дальше еще есть новые направления. Только один выпуск у нас состоялся в прошлом году по направлению почвоведения. Это в классических университетах везде есть. У нас сегодня тоже реализуется данная программа, данное направление подготовки. И чем занимается кафедра почвоведения? Не надо думать, что они возятся с землей, изучают, из чего состоит земля. Не только это, но есть вопросы, связанные с оценкой земли сегодня, которые у нас в республике стоит очень слабо. Оценка земли, кадастровая оценка и так далее, и так далее. Много вопросов, связанных с использованием земельных ресурсов нашей республики. Этими вопросами на профессиональном уровне мало кто занимается, поэтому возникла необходимость и была открыта данное направление в университете. Заочная форма обучения. По заочной форме обучения у нас идет прием на педагогическое образование, в первую очередь. Это учителя биологии, вы понимаете. Дальше, с прошлого года мы на платной основе открыли направление подготовки биология, общая биология имеется в виду. Далее на водные биоресурсы и аквакультура тоже открыт прием на заочную форму обучения. И здесь я отмечу, что по всем направлениям подготовки, которые вы видите на слайде, имеется у нас и магистратура, и аспирантура. То есть магистратура — это когда вы завершаете бакалавриат. Для углубленного изучения какого-то вопроса вы можете поступить, для повысить свою квалификацию уже в магистратуру. Далее уже, если есть интерес в этой области, вы можете поступить и в аспирантуру тоже. Конечно, не дать слово человеку, приближенному к Хунзарскому району, это Набигулла Мухтарович Чапаев. Я тоже представляю Дагестанский государственный университет и один из самых молодых факультетов, факультет информатики и информационных технологий. Если вы хотите быть интеллектуалами в своем окружении, просим поступить в Дагестанский государственный университет, факультет информатики и информационных технологий. Наш факультет готовит студентов по следующим направлениям. Это прикладная информатика в экономике, прикладная информатика в менеджменте, прикладная информатика в государственном муниципальном управлении, информационная безопасность. Поэтому вы сами тоже знаете, сейчас компьютерный век, компьютерный мир. Все эти специальности являются востребованными. Выпускники нашего факультета 100% трудоустроены. А чтобы поступить в наш факультет, вам всего лишь надо положительно сдать ЕГЭ по информатике, русский язык, по русскому языку и математике. И вы станете студентами факультета информатики и информационных технологий. Какое бы направление ни выбрали, подумайте. Естественно, родители тоже вам плохое не посоветуют, не подскажут. Вам успехов. Спасибо за внимание. Данный современный период – это период информатики и информационных ресурсов. Уважаемые школьники, уважаемые педагоги, надо особенно уделить внимание и в области преподавания точных наук, естественно-математического цикла. Это и информатика, это физика, это математика. И нельзя забывать, что без гуманитарного цикла тоже невозможно поступать. Надо нам держать ухо востро, то есть надо нам систематически заниматься, учиться. И, иншаллах, кто выберет именно профессию в этом направлении, это люди без работы не останутся. Это люди без куска хлеба не останутся. Единственная просьба, уважаемые друзья, вот как было предыдущий, и Мурат Абубакарович говорил, что все хотят мир экономический. А ни один человек, по-моему, не собирается педуниверситет, а факультеты в ДГУ тоже есть педагогическая направленность. Но без учителей будущего у нас не будет. Отто фон Бисмарк еще в конце 19 века говорил, кто экономит на школах,
тот они будут строить тюрьмы. Намотайте на ус это выражение тоже. Педагоги нам нужны всегда. Это профессия, которая стоит на первом месте, которая идет от Бога. Учить, лечить и судить.